Баби помер син. Вона ходить, що на могилці плаче і плаче. Ну, а були дяди. Ну, дядо вже ще 4 на году. Но я вже не веду, на які дяди. Може, тройця буде таєцькі дяди. І в Гощин же дяди його. Так, а збираються вже покойники на дяди йти. Так, один іде вже, гукає його. І Дем'янчик, ходім уже, чого, де ти йдеш, ходім на дяди. И он говорит, что я не пойду. Ко мне пришла мать моя, и пришла та шкура, что меня рожала. Мать хростная, это хростная мать, это ее мать. А что ты родила, так ты шкура. Так это, а мать это почула, это разговор, и перестала плакать, и перестала ходить на могилу. Вот, такие разговоры были. Это она почула, як двое мертвых розмовляли? Ну, это мертвяки, это покойники идут до дяди. Ага. Ну, і його гукають. А мать, що ходила, вони потім плакала і плакала. От я, може, хто там спеціально дійшов, поговорив. І каже, що ко мне пришла моя мать, и пришла та шкура, которая меня рожала. Вот. Хростная – это ее мать. А это шкура. Такие разговоры чую. А кто его ведает, як оно. Потом ее дочка пошла замуж оттуда. Я ще й за брата був у її. Там Вірка, Бачили, это еще такие. Ну, и жили в округе. Тогда уже захотела себе отдельно построить хату. И, ну, попросили, уже пляцком дали, уже колхоз дал. Так там одна баба сеяла сотки. Ну, так сказали, ты, баба, ты сей на поле, а эти сотки хай хату уже тут ставить. А баба та уже была против, не хотела. Но они хату поставили. Ну, и жили уже ее. А потом жене на жито, эта дочка, и залом. Жите залом и заламливали. Коли на тебе, что я ущерчуся, заламлюють, поговорю, там яке слово, ну що, і ти захворієш, будеш хворіти, помреш. Вот что было. Ну, так я этот залом обожала и бежит к матери сюда, где уже жила. Рассказала там. Мать каже, ну что робить, треба ж його вирвать, спалить. Пришла к нам, а у нас у ворота стояла береза. І треба трушки, те перн б'є, те п'ячинову кору, і те перн стукне. Що там є, що там, шмат чого треба було. Вона та бачить, прийшла к нам, нарізала цієї кори, де перн стукнув у березу, п'ячинових стружок настругала. Ну и пошла и рассказала этой дочце, как робить еще там. Ну и они пошли в 12 часов ночи, пришли на то место, где ты залом был, запалили его там, это все поклали, поговорили, что, каже, помолилась до воскресную молитву. Ну и, каже, сядем в дом. Так таки поднялся шум, треск, и где таки белый кот здоровый подходит, как закричит немым голосом, страшно. Так это мужик заколет за им. І вона точиться і здох їм. Так 3 рази, каже, підходжу. Так, ну, так, тоді на завтра, не через скільки, так вона, може, та робила, як та дошка згорела, хата. А вона робила, так та баба згорела. Так вона вискочила і кричить, що мене Ліда спалила. Це Ліда, що перевела мене. Так от як що робилося. А що то я тут не доказав в цьому місці, що промінув. Забываешь уже, где ты еще будешь помнить, что вот такая-то баба была. Ну, ведьмы уходили улазить, корову доять. Ну, а мы тоже кажем, ведьмы говорят, а что им робить? Я пойду крапивы этой жишки нарву, на клямку накладаю, тут внизу понакладаю. На плоти. Ага, ведьма будет лечь, печется. А тогда хоть неудобно говорить, коровских этих наплю, говна-то облеплю. Это ж ведьмы буде бояться. А чи вона боїться, чи не боїться? Говорять так. Ну, кажуть, молоко крадуть. Крадуть молоко, ну. Кажуть, крадуть. І отакі розумні люди, що вміють. Нічого. Не було такого, що там вороти украдуть чужі? Вороти крали, трещли. А коли це робили? На купальня. На купальня? Ну, и у коляды даже. У меня были ворота такие вот деревянные на две. Так это хлопцы-подростки сняли, и они заперли туда к мосту. Устаю не ворот.
Ну, где они делись? Ну, кто это? Говорю, девки, где вороты пропали, вороты? Ну, хожу, вороты нашел. Ну, кто тут такой разумный был? Ну, я нашли сейчас. Это мы не кричи, это мы нарочно затягли, как девки замуж пошли. Ну что ты не будешь говорить? Лавочку возьму, сорвуть, а выкинуть. Ну что они раздурки робят? Треба что сотворить. Я был еще у рыбы. Мне не капля была, пойду вам покажу, какое оно.